В этом году главный экономический форум Дальнего Востока прошел под лозунгом «На пути к многополярному миру». Основная повестка, какой теперь складывается его цель – налаживание связи между регионами, крупными компаниями и другими странами. Ведь большие опасения инвесторов вызывают сложная геополитическая обстановка и санкционное давление Запада. Так, первая часть выступления президента страны Владимира Путина на пленарном заседании форума была посвящена обозначению новых векторов развития экономики страны. Россия едва ли не единственная страна в мире, которая способна полностью обеспечить себя природными ресурсами. И Дальний Восток здесь играет существенную роль. Добываемое сырье будем прежде всего использовать для глубокого передела внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, обеспечения промышленной безопасности, для повышения доходов граждан и развития регионов. Соглашения, заключенные на площадках форума, коснулись практически всех сфер развития региона – промышленной, социально-экономической, туристической и инновационной. Вы знаете, очень трудно каким-то одним словом охарактеризовать 40% территории самой большой страны мира. Поэтому значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей и восточного полигона, и северного морского пути. Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно в направлении развития технологий. Все это мы президенту доложили, по целому ряду приняты решения, которые помогут нам дальше быстрее работать. В этом году работа якутской делегации оказалась крайне успешной, что отметил и сам глава республики, подчеркнув, интерес к региону оказался огромным. Так Айсан Николаев провел ряд встреч с послами иностранных государств и представителями крупного бизнеса. Ну и, конечно же, наши федеральные коллеги тоже крайне сейчас интересуются успехами Якутии, готовы помогать нам. И рад, что при встречах с тем же Денисом Валентиновичем Антоновым, заместителем председателя правительства Российской Федерации, министром промышленности и торговли Российской Федерации, нам удалось также решить ряд таких очень понятных, очень для нас важных вопросов, связанных и с развитием авиации, с развитием техники на газомоторном топливе, ну и другими направлениями развития промышленности в нашей республике. Из всех в первую очередь, пожалуй, можно выделить соглашение с госкорпорацией «Росатом», направленное на развитие горно-промышленного кластера в арктической зоне республики. Это новый подход. Мы и делаем кластеры, где Росатом создает энергетический центр. Это атомные станции малой мощности. Это серьезная технологическая инновация, потому что, конечно, гигаватт не нужен в отдаленном Улусе, в тундре. А атомная станция мощностью 50-100 мегаватт, в зависимости от компоновки, она может обеспечить запуск целого куста месторождений, и дальше уже развивается такой кластер, который позволяет вовлекать в оборот серьезные новые запасы месторождений полезных ископаемых, соответственно, тащит за собой экономику, социальное развитие и так далее. Еще одно соглашение коснулось развития туристической отрасли республики. Уже зимой этого года в регион начнут летать субсидированные туристические чартеры, благодаря сотрудничеству с Федеральным агентством Ростуризм и туроператором «Интурист». Компенсируем половину стоимости расходов туроператора для того, чтобы для туристов это было дешевле, удобнее. Туроператор формирует комплексный туристический продукт, где продумывает всю маршрутную сетку, делает интересные туристические предложения. И все это можно приобрести будет в 2–2,5 раза дешевле, чем при самостоятельной организации такой поездки за счет наших субсидий туроператорам. Те проекты, старт которых был дан на форуме, в том числе и благодаря подписанным соглашениям, будут реализованы в Якутии уже в ближайшие несколько лет. Как подчеркивает глава республики, главным эффектом от их реализации станет развитие и улучшение жизни жителей Якутии. Саргалана Неустроева, Петр Васильев, Владивосток.